Ингушетию с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавинцев. Для тебя и для меня красота живая, лес пусть растет он до небес. Для тебя и для меня, да? Вот так креативно обсудили реализацию регионального плана года экологии, согласованного с Минприроды России. Совещание с Юнусбеком Евкуровым. Вопросов много именно по гипертоническим кризам, так как первая помощь это зависит от моих врачей, от нас. Зимняя школа клинициста заработала в Ингушетии. В течение 2 дней лучшие медики страны повышают свой профессионализм. Расскажем о конференции. Те сотрудники вашего учреждения, которые будут привлечены на работу в этот день, нужно организовать, чтобы они голосовали там же. Сегодня в приемной президента Российской Федерации состоялся прием граждан, а после прошло расширенное заседание территориального избиркома. Государь помнит подвиг ингушских всадников, но нам нужна помощь. Нужно собрать еще один кавалерийский полк. Мужество и честь на фоне революции и безусловной любви. Роман-эпопея «Сыновья Беки» вновь оживет на сцене драматического театра. Это новости 24. Добрый вечер. Ингушетию с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавинцев. Вместе с главой Ингушетии они посетили школу на 740 мест в селении Сагапши Малгобекского района, открытие которой состоится в январе 2018 года. За последние несколько лет в Ингушетии существенно сократился дефицит посадочных мест в системе общего и дошкольного образования. Сейчас в республике функционирует 124 школы, 50 из них расположены в городах и 74 в сельской местности. Полпред побывал на молочно-мясном предприятии, расположенном в том же населенном пункте. Здесь в широком ассортименте производят молочную продукцию. Около 800 коров галштино-фризской породы дают в сутки не менее 20 литров молока с коровы. Стоит задача увеличить поголовье до 3000 и довести надои до 25 литров в сутки. В Ингушетии в 2017 году реализован региональный план года экологии, согласованный с Минприроды России. Всего проведены 84 мероприятия, 3 из которых вошли в федеральный план. Об этом сообщил председатель Комитета Республики по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев в ходе расширенного совещания под председательством главы Юнусбека Евкурова. Репортаж нашего корреспондента. Расширенное совещание в Доме правительства с участием главы Ингушетии началось нетрадиционно. Победители республиканских школьных конкурсов чтецов прошли стихи на тему экологии. В зале заседания прозвучали строчки известных поэтов, призывающих к сохранению мира и чистоты природы. И не сразу, и не вдруг мы узнали, лес наш друг. Нет без леса кислорода, сникнет сразу вся природа. Без него дышать не сможем, и никто нам не поможет. А поэтому, друзья, призываю всех вас я, каждый кустик берегите, без нужды костры не жгите, цените каждую травинку и на листике дождинку. Сбережем лес от огня для тебя и для меня. Красота живая, лес, пусть растет он до небес. Да, вот на такой вот ноте, первое, хочу сказать Магомеду Бабхоеву: Баркал Яриасон, ты молодец. Не сам, конечно, а с комитетом. Ставлю пример и руководителя, и непосредственно там сам комитет, всех работников комитета молодец. Он не только это, он очень много проектов неугомонно делает, очень много, большую работу провел. И все руководители, я просил бы вот так стараться работать. Юнусбек Евкуров после выступления школьника повторил строчку из стихотворения, напомнив, как важна тема природы в современном мире. Если вы в школе, в детском саду, в школе не начнете детей воспитывать так, как надо,
что мусорить нельзя, уважать старших надо, там, и так далее, и так далее. Их уже поздно воспитывать после школы. Ну, невозможно практически это делать. Понятно, что в семье воспитывать у нас нельзя сказать, что в семье этим не занимаются. Но вы должны, как министр образования, это делать. Не зря я вам говорю, там, даже начиная от урнов, разные сорта мусора, там, детей приучить, заканчивая вот именно внимательным отношением к дереву, к зеленым насаждениям. Глава напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в рамках внутренней политики экология была и, безусловно, остается одной из важнейших составляющих всей работы государства. Вы видите, сколько даже в республике мусорных свалок ликвидировано. Да, понятно, есть несанкционированные вещи, есть там попытки людей не понимать стихи вот этих детишек. Вот про что нужно в Ютубе постоянно говорить, там, в соцсетях постоянно говорить. И везде, находясь, слушать своих детей. Что мы делаем, для кого мы оставляем? Я говорю там, еще бытность там главой района, еще Сунжский район там назывался, не было города Сунжи, даже Хашагульгову говорил. Дали землю некому деятелю, который там в Сунже вырубил все деревья и решил там что-то строить. Не за счет природы же это делать. Я говорю, когда вот здесь века живые, кому-то там мешали провода, якобы там это, он вышел, лучшее, что он придумал, все деревья вырубил. За это должно быть там жесточайшее наказание. Юнспек Евкуров поблагодарил ребят за чтение стихов и за выставку художников, которая была организована также в здании правительства республики. Он отметил труд победителей республиканского конкурса стихов и рисунков «Природа. Источник вдохновения». Именно на примере вот этих детишек мы все для них делаем. И наши слова, да, Алтега Берка делает, не просто слова дежурные сказали, и куда-то в воздух оно ушло. Вот как ребенок это сказал, иди сюда, вот мальчик. Как ты сказал, и для меня, и для кого еще? Это нет. А, ты сказал, да? Стихи там. Стихи у тебя, как ты говорил, слова такие были. И для меня. Берегите, что берешь там? Вот видишь, память у нас плохая. Ну. Лес. Да. Да, планету. И для меня, и для кого еще там сказать? Ну, вспомни эти слова, ты вспомнишь, нет? Вот. Ну, повтори. Что повторить? Куплет-то повтори. Который для меня и для тебя. Да. Для тебя и для меня. Красота живая, лес, пусть растет он до небес. Для тебя и для меня, да? Далее председатель комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев проинформировал собравшихся об итогах реализации мероприятий в рамках Года экологии в Ингушетии. В прошедшем году была направлена на внедрение системы обращения с отходами, рациональное использование природных ресурсов, решение проблемы загрязнения окружающей среды, в том числе водных объектов, развитие особо охраняемых природных территорий, и сильный акцент был сделан на экологическое просвещение населения. Действие в год. Бабхоев добавил, что в год экологии, объявленный президентом России, все поставленные задачи выполнены. В Ингушетии реализован региональный план года экологии, согласованный с Минприроды России, в который включены 84 мероприятия. 3 из них вошли в федеральный план года экологии. Построен у нас первый мусоросортировочный цех завода мусороперерабатывающего. Планируется также строительство второго комплекса с полигоном в Малгобекском районе. Ведется работа по созданию современной системы сбора транспортировки отходов. Так, в рамках инвестиционного проекта установлены контейнерные площадки муниципальных образований республики, закуплена специальная техника для транспортировки отходов. Обеспечение указанной инфраструктуры является одним из этапов перехода республики на новую систему обращения с отходами. С начала следующего года уже республика в числе первых регионов должна перейти на новую систему обращения с отходами. Напомним, что второй год подряд Ингушетия признана победителем всероссийской акции «Вода России», а также регионом-лидером по числу экологических субботников «Зеленая Россия» и «Зеленая весна». Кроме того, по данным Минприроды России, республика официально признана субъектом, оказывающим наименьший экологический вред в стране. Для достижения данных целей в регионе был проведен целый комплекс мероприятий. Ирина Цычоева, Муслим Ганиев, Новости 24.
Сегодня исполняется 17 лет РЗИ, 100-му по счету заповеднику России. За это время на территории природного комплекса общей площадью 5970 гектаров зарегистрировано 132 вида животных и 89 видов растений, которые занесены в Красную книгу Республики Ингушетия, вышедшей впервые в 2008 году. При этом 9 беспозвоночных, 37 видов позвоночных и 19 растений признаны краснокнижными на всероссийском уровне. Об этом в рамках рабочей встречи доложил главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову директор РЗИ Ахмед Миржоев. В Красной книге Республики Ингушетия, которая была выпущена в 2008 году, 130 зарегистрированы редкие животные, 89 видов растений и 135 видов животных. На территории заповедника краснокнижными являются это беспозвоночные 47 видов, из которых 9 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации. Это позвоночные, всего 85 видов, из них 37 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации. И растения, это 89 видов общее количество, и 19 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации. Хотелось бы также отметить, что в процессе проведения научно-исследовательской работы сотрудниками заповедника в 2017 году были выявлены новые виды, которые являются новизной в целом для всей науки. И ареал проживания нигде в мире больше не установлен, то есть наукой нигде оно не зарегистрировано. Это виды долгоносиков выявила сотрудник заповедника Софья Гелисханова. Выявлены также новые виды для России, которые на территории Российской Федерации ранее не встречались. Это лишайники. Выявил его совместно с нашими сотрудниками профессор, доктор наук Урбанович. Он в Питерском университете работает. Мы его привлекаем. В этом году он приезжал на 2 недели, проводил полевые работы совместно. И результат их работы – это то, что они выявили новые виды, которые ранее на территории России не встречались. И новые виды растений у нас также выявлены. Это они встречаются на Северном Кавказе, больше не встречаются. В основном это для тропического климата. Вместе с Харсием Магомедом запишите на себя и подготовьте, проведите мастер-класс там, и круглый стол на телевидении. Объяснить надо людям, что не просто возле башенных комплексов строится. Почему-то кому-то кажется, что 150 метров от башенного комплекса можно что угодно делать. Объяснить, что это заповедник, что там не просто без разрешения даже цветы собирать нельзя, там, и бабочку ловить нельзя. То есть это, объяснить надо людям. Это раз. Это заповедник, его там задача там, именно первостепенно сохранить в том виде, в котором он есть. Поэтому эти территории так и выделяют. Это Есть много причин, по которым были созданы заповедники в принципе. Одни глобальные и общие для всех, другие локальные, исходя из особенностей той или иной местности. Но принцип их работы ясен – оставить природу в первозданном виде, охранять ее и дать возможность зверям и птицам жить в дикой среде. Вот об этом Залина Магушкова. Около 1000 видов растений и более 200 различных животных находятся под охраной природного заповедника РЗИ на огромной площади в 35 тысяч гектаров. Он появился 17 лет назад. Столько же работает в этом заповеднике Мадина Баркинхоева. Занимаясь просветительской работой, она отмечает, что именно за последние несколько лет им пришлось как никогда изрядно потрудиться, чтобы сохранить чистоту в горах. Был установлен шлагбаум, и поэтому фиксируют тех, кто заезжает, кто уезжает. Их заранее предупреждает, как на территории заповедника можно себя вести и как себя вести нельзя. Участковый инспектор заповедника Магомед Евкуров спешит показать коллеге очередную диковинную птицу. Эти люди круглосуточно и даже в праздники дежурят здесь, защищая природную зону от браконьеров или других неприятностей. Зоркий глаз и бинокль помогают высмотреть даже серны, которые обитают высоко в горах. В работе инспекторов бывает всякое. К примеру, однажды Магомед помогал спасать яка, который пострадал от нападения волка. Як хаюаля чата берзулозе болмот ерти жоо леги анде ер зулур шаварса бервитернаш цар оғано қосыл де шалат халми жоо ақ мажиш уздятын лечитте ма хамат я хозир зита даяга дикки уаққан
Природоохранная зона – дом для многих редких и исчезающих растений и животных. Многие из них занесены вот в эту красную книгу Ингушетии, которая постоянно переиздается. В ингушском ореоле обитания, к сожалению, больше не водятся леопарды переднеазиатские, барсы и норка европейская. Ее видели в последний раз в 2008 году. А вот эта птица тоже исчезающий вид – белоголовый сип. Ее увидеть также большая удача. Список видов животных со временем пополняется. Еще в 2014-м сюда привезены яки из Центральной Азии и Киргизстана. Летом они питаются растительностью, а зимой сотрудники заповедника подкармливают их солью и сеном. Постоянно за ними следим, за их поведением. И нужно сказать, они очень благополучно адаптировались. И даже у нас есть уже приплод этих, животных. Они ведут себя очень красиво, грациозно. И, в общем, нам все это нравится. Мы, естественно, стараемся их охранять. С 2015 года в заповеднике используют так называемые фотоловушки. Ничего опасного для животных. Просто 10 таких устройств фиксируют любое движение животного. Местоположение ловушек меняют каждые 2 недели. Там серны мы зафиксировали, медведи есть. Сами же сотрудники заповедного дела говорят, что охраняют природу не для самой природы, а в первую очередь для человека. Но так получается, что беречь ее чаще всего приходится от него же. Такой вот парадокс будет существовать либо до человеческого осознания, либо экологической катастрофы. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня в Ингушетии начала свою работу зимняя школа клинициста. Это, по сути, медицинская конференция, основной задачей которой является совершенствование профессионального уровня врачей первичного звена, скорейшее внедрение в реальную клиническую практику современных технологий диагностики. В течение 2 дней в регионе пройдут лекции, мастер-классы, симпозиумы от ведущих врачей. О первой части мероприятия расскажет Мадина Пугоева. У вас, например, могу сказать, что единственная республика, где интервенционный кардиолог работает круглосуточно. Есть такие же центры и Кабардино-Балкарии, и Северной Осетии, и в Дагестане есть такие службы. Но нигде 24 часа интервенционные кардиологи не работают. Это вот самое большое ваше преимущество. Начиная свое выступление, представитель Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России отмечает существенные изменения в развитии здравоохранения республики. Говоря о плодотворной работе медиков, Мехман Мамедов также подчеркнул, что региональным врачам первичного звена стоит делать акцент на сочетанность лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Оно должно быть комплексным, потому как пациентам чаще всего ставится сразу несколько различных диагнозов. Например, у одного пациента может быть и сахарный диабет, и ишемическая болезнь сердца, у него может быть артериальная гипертония и так далее и тому подобное. Как правило, у этих пациентов, если есть какая-то болезнь, она сочетается с другими заболеваниями, других органов. Если мы одну болезнь будем лечить, вторые болезни игнорируются, они начинают активизироваться. Наличие сочетанных заболеваний – одна из причин повышенного риска развития сердечно-сосудистых патологий, добавила в своем докладе Изулейхан Угурчиева. Она вместе с коллегами провела небольшое исследование, в результате которого была выявлена связь между ишемической болезнью сердца и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Заболевания желудочно-кишечного тракта наблюдались почти у 58% пациентов. Причем наиболее часто встречалась язвенная болезнь желудка, и в частности у мужчин в 2 раза чаще по сравнению с женщинами. Вот здесь представлены основные заболевания, характерные для этой группы, то есть желчекаменная болезнь, язвенная болезнь желудка, холецистит хронический, панкреатит. Пленарное заседание участников 2-й зимней школы клинициста продолжает темы о нарушении мозгового кровообращения. Преподаватель кафедры ИНГУ Инна Мальсагова отмечает, что летальность от инсульта достаточно высока. А поскольку причиной инфаркта мозга может стать закупоривание сосудов, особое внимание стоит обратить на профилактику этого недуга. Ультразвуковая доплерография и доплеросонография БЦА, выполненные хорошо подготовленными опытными специалистами, обеспечивают точное и относительно недорогое исследование сонных артерий. Преимуществом этого метода нужно отнести, что данная методика действительно неинвазивная, не требует венопункции, воздействия ионизирующего излучения или потенциально нефротоксичного контрастного вещества. Не менее объемный доклад подготовил и Алик-Гаджи Абдулаев. Доктор медицинских наук и профессор уверен, больных гипертонией с годами становится больше, поэтому необходимо показать и рассказать участникам конференции новые методы борьбы с этим недугом. Например, пациент, который поступает с мозговыми нарушениями, это
одно лечение бывает. Если сердечная недостаточность, осложненный кризис, это бывает другое лечение. И в зависимости от того или иного осложнения, дифференцированного лечения требует каждый пациент, индивидуального подхода. Постоянное самосовершенствование, повышение профессионального уровня и обмен накопленным опытом – вот главные цели и задачи второй зимней школы клинициста. Впрочем, этого и добивались организаторы мероприятия. Участники с особым интересом слушают выступления каждого лектора. Вопросов много именно по гипертоническим кризам, так как первая помощь это зависит от моих врачей, от нас. И часто вот проблемно это гипертонический криз. Как снизить, в каких условиях, как часто, как быстро это надо все делать. Именно вот эта тема у нас сейчас на конференции обсуждается. Мы поняли многое интересное, новое мы узнали. В мероприятии также приняли участие министры здравоохранения Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Руководители ведомства и соседней республики отмечают плодотворное и тесное сотрудничество между регионами и подчеркивают, что нам есть чему учиться друг у друга. В этом году вы открыли очень хороший, очень важный для республики онкологический центр. Я недавно приезжал, смотрел, так как мы тоже открываем в этом году такой центр. Вот, посмотрел, на что надо обратить внимание, какие вопросы надо учесть при открытии. И я вам скажу, что я горжусь тем, что такие хорошие позитивные процессы проходят в Республике Ингушетия. Современные методы диагностики, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, лечение и реабилитация терапевтических больных. В первой половине дня участники зимней школы успели обсудить немало важных вопросов, а главное, обменялись опытом и наладили профессиональные контакты, отметила Мария Марабханова. Очень важно, что присутствуют не только врачи практикующие, но и студенты, интерны, ординаторы и, конечно же, люди, которые занимаются наукой. Вот эта общая работа, которая планово проводится и запланирована в этом году именно в Ингушетии, это связано с тем, что у нас в этом году мы получили номинацию по устойчивому развитию здравоохранения, и поэтому было решено провести именно зимнюю школу клиницистов в Республике Ингушетия. Во второй части конференции участников ждет не менее интересная дискуссия, клинические лекции, мастер-классы и симпозиумы от ведущих врачей, приехавших на конференцию из различных регионов страны. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Ну а уже после обеда в аудиториях Ингушского вуза, разделившись на тематические площадки, врачи провели лекции для своих коллег и студентов медфакультета. Мария Местоева расскажет, о чем говорили на площадке эндокринологии и внутренних болезней. Подробнее в сюжете. Гипотиреоз, анемия, фолиево-дефицитная болезнь. Для многих это просто непонятный набор слов, но для тех, кто сидит в этой аудитории, это ежедневная работа и диагнозы, с которыми они сталкиваются. Лекционный зал забит, стулья пришлось ставить даже в проходах. О сахарном диабете, проблемах избыточного веса и последствиях недостатка йода в организме рассказывает Залина Гусова, опытный эндокринолог. Я говорю о тех проблемах для терапевтов, которые в реальной клинической практике зачастую протекают скрыто, но очень сильно изменяют клиническое течение тех болезней, с которыми они имеют дело. Понимаете? Болезни эндокринной системы, дисбаланс в эндокринной системе – это же очень мощная регуляторная система организма. Он зачастую сводит на нет терапевтические усилия. Если эту проблему исправишь, то все другие проблемы у человека, они гораздо легче подвергаются лечению. Поэтому я об этом говорила. А вот о дефиците железа в организме и проблемах, которые возникают из-за этого, рассказывает Ирина Снежко, врач высшей категории, гематолог. По ее мнению, ферродефицит намного опаснее, чем считают многие. Его диагностику и профилактику лучше проводить регулярно. Проблема ликвидации железодефицита относится к числу самых сильных, самых требующих к себе пристального внимания. По данным экспертов ВОЗ, она заключена в одну из самых главных целей тысячелетия – ликвидация железодефицита на Земле. Очень многие после того, как они принимают препараты железа, они испытывают совершенно другое мироощущение, у них появляется подъем, вкус жизни, они выходят из депрессивного состояния,
слабости, повышенной сонливости, особенно во второй половине дня. И жизнь играет перед них своими красками. Послушать опытных коллег пришли около 300 человек. Это и квалифицированные врачи, и молодые студенты, чей профессиональный путь только начинается. Терапевт Марина Гайтукиева в медицине уже 19 лет, но даже она сегодня услышала для себя много интересного. Есть, конечно, интересно и новые моменты, которые и есть те вещи, которые уже давно забыты. То есть это очень важно немножко и освежить в памяти, и вспомнить. В общем, все интересно. А Ахмед Зейгов на врача только учится. Сейчас он на 6-м курсе. Поскольку молодой человек профессию выбрал сам и осознанно, он не упускает ни одной возможности пополнить свой багаж знаний. Для студентов это все, что там происходит, для нас интересно, потому что мы только на начальном этапе всего этого, и мы будем получать, как, знаете, как губка впитывать все эти знания, поэтому нам интересны такие лекции. А для врачей именно, мне кажется, это опыт, который они между собой делятся. По мере возможности я пытаюсь посещать все площадки, которые такие площадки, но не всегда получается из-за учебы. Кстати, для студентов такого рода конференции теперь будут важны не только как познавательные лекции, на которых можно набраться опыта, но и станут пропускным билетом в будущее. Каждый из участников получит свидетельство об участии в этом мероприятии, в котором будут включены зачетные часы. Что это значит? Это значит, что в копилку его после дипломного образования будут добавляться такие баллы, без которых уже с этого года, 2017 года, никто не сможет получить аттестацию и аккредитацию. Вот именно по участию в таких научных конференциях, в таких форумах, в таких школах и будет определяться активность врача, активность специалиста, то есть его стремление, его мотивация к дальнейшему совершенствованию своего профессионального уровня. Сегодня только первый день второй зимней школы клиницистов. Впереди практикующих врачей и студентов медфакультета ждут не менее интересные лекции и встречи. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Юнусбек Евкуров провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. Прокурор региона Андрей Васильченко проинформировал о ходе реализации национального плана противодействия коррупции и организации прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции. Он отметил, что в республике проделана определенная положительная работа в сфере борьбы с коррупцией. По результатам проверок, проведенных органами прокуратуры за 11 месяцев 2017 года, выявлено 1289 нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе и противодействии коррупции. Могу сказать, что в аналогичном периоде прошлого года эта сумма составляла 4152. То есть работа в этом направлении она несколько улучшилась. Принесено 99 процессов на незаконные правовые акты. По результатам рассмотрения которых 95 незаконных нормативных правовых актов отменено или приведено в соответствии с федеральным законодательством. Как пример могу сказать, что в аналогичном периоде прошлого года их было 368. Направлено в суд 17 исковых заявлений в защиту интересов общества и государства за неразмещение в сети интернет информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и о возмещении ущерба, причиненного преступлением коррупционной направленности. Аналогичный период прошлого года их было 75, из которых 2 иска в рамках уголовного судопроизводства на сумму 4 миллиона 50 тысяч рублей, 3 иска в рамках гражданского судопроизводства и 12 исков о признании незаконными действия должностных лиц. Внесено 141 представление об устранении нарушений законодательства о государственной службе и противодействии коррупции. По результатам их рассмотрения 230 должностных лиц привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Все-таки, наверное, привлечение в прошлом году 576 лиц повлияло благотворно на эту ситуацию. Но при этом лишь одно должностное лицо, всего лишь, уволено за утрату доверия, что тоже не отвечает действительности. Юнусбек Евкуров сказал о том, что тема коррупции глубоко въелась в нашу жизнь и нужно искать пути решения. Обращаясь к присутствующим, руководитель субъекта отметил, что работа комиссии должна носить более предметный характер. Он призвал участников заседания руководствоваться не только статистикой, но и конкретными примерами выявления и пресечения нарушений коррупционной направленности. Система координат коррупционных, я имею в виду, она глубоко въелась. Это не сегодняшняя тема. Она глубоко въелась. И, конечно, надо находить пути решения вопросов, проблем. Поэтому я просил бы все-таки более точечно в этом плане работать. У нас есть коррупциогенно опасные
направления. И по ним, конечно, и днем и ночью должен над ними светиться фонарик, мы их должны видеть. Сегодня в приемной президента Российской Федерации состоялся прием граждан. Его проводил председатель избирательной комиссии Ингушетии Муса Евлоев. Кроме того, в администрации Магаса прошло расширенное заседание территориального избиркома, где обсудили организационную работу участковых избирательных комиссий столицы. Залина Магушкова расскажет подробнее. Вся страна 18 марта 2018 года будет выбирать президента России. Впереди 3 месяца избирательной кампании. За это время прежде всего необходимо подготовить избирательные участки. Их по всей республике планируется открыть 137. Кроме того, необходимо уточнить списки избирателей и провести информационную работу с жителями о предстоящих выборах. Избирательный участок, которым руководит Марем Аушева, располагается в гимназии Марем. Опыт председателя участковой избирательной комиссии для нее в новинку. Именно поэтому воспользовалась возможностью прийти на прием к председателю регионального избиркома. Самый главный вопрос – это организации самих выборов, как их проводить, что должно быть на участке, какое должно быть оформление. Вот эти вопросы больше мы обсуждали. Здесь же в столичной мэрии прошло расширенное заседание территориальной избирательной комиссии Магаса. В нем приняли участие все представители участков, которые будут открыты для приема голосов по всему городу. Всего в Магасе предусмотрено 4 участка, в том числе в Центре образования, лицее и гимназии Марем. Кстати, в организационной работе и избирательной системе свои новшества. К примеру, на президентских выборах стало допустимо голосование по месту пребывания, но для этого нужно заранее заполнить заявление либо в МФЦ, либо на портале госуслуг. Те сотрудники вашего учреждения, которые будут привлечены на работу в этот день, нужно организовать, чтобы они голосовали там же. То есть регистрацию провести раньше, чтобы они все голосовали на вашем участке. Все участки оснастят комплексом обработки бюллетеней. Проще говоря, это электронные урны, которые позволят правильно и быстро подсчитать голоса избирателей. В этом плане работа комиссии облегчается. Кроме того, на всех ВИКах пройдет конкурс на самый лучший избирательный участок. Плюс ко всему по всей стране откроются именные участки. Участки, которые у нас являются именными, к ним отношение у нас особое. Естественно, их и оформление, и организация работы хочется, чтобы было лучше, чем у других. А вообще, в принципе, на каждых выборах у нас организовывается, проводится конкурс среди территориальных и участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы. На заседании председателям участковых комиссий вручили паспорта, в которых содержится вся информация о конкретном месте проведения выборов. Им также раздали специальные пособия. Опираясь на эту информацию, члены комиссии будут выстраивать свою работу, а такие встречи пройдут во всех районах и городах республики. Залина Магушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24. О предстоящих выборах главы государства, что запрещается и дозволено законом освещать в средствах массовой информации, говорили также на пресс-конференции и совещании в региональном избиркоме. На встрече с представителями республиканских СМИ, Роскомнадзора и МФЦ рассмотрели медиаплан по освещению подготовки и проведению избирательной кампании в регионе. Отметили также, что на участках будут созданы комфортные условия для голосующих. На каждом участке организуют концертную и развлекательную программу, конкурсы и не только. Также у избирателей будет возможность голосовать на любых участках, независимо от места проживания, но, разумеется, заранее написав письменное заявление. Эта привилегия облегчит процесс голосования и для журналистов, задействованных в выборах. Они, в свою очередь, смогут отдать свой голос на участке, где будут освещать мероприятия. Главное – это гласность и прозрачность проведения выборов, отметили на встрече. За порядком на участках будут следить наблюдатели из общественного контроля. В их число войдут не только российские, но и международные эксперты. Наш избирком и в целом наша республика всегда традиционно показывала качественную, хорошую работу, высокие показатели. И главное, это нигде не выходило за рамки требований законодательства выборного. Очень полезно прошла встреча. Это только начало. Еще на будущее у нас будет ряд таких встреч, как на телевидении, так и здесь в избиркоме. И будем в рамках закона строить свою работу в предвыборный период. Пока ведем в основном информационную составляющую у нас преобладает в этом вопросе, информирование избирателей о том, что назначены выборы. Нельзя допускать те или иные нарушения при
размещении у себя в средствах массовой информации агитационных материалов. Есть соответствующие ограничения. Говорили о них, говорили о сроках размещения этих материалов, говорили о том, что необходимо им зарезервировать эфирное время и печатную площадь. Союз журналистов России совместно с ОНФ объявили о начале приема заявок на всероссийский конкурс «Почему я иду на выборы?». Конкурс проводится по нескольким номинациям: лучшее освещение дебатов в интернете, репортаж предвыборного дня в печатном СМИ, лучший предвыборный фоторепортаж, лучший предвыборный видеорепортаж. Участниками конкурса могут выступать отдельные авторы или авторские коллективы общероссийских и региональных организаций телерадиовещания, периодических, печатных и сетевых изданий. Представленные материалы должны быть опубликованы в период с 18 декабря этого года по 10 февраля 2018. Победители получат премию и поездку на медиафорум в 2018 году. 9 безработных жителей Ингушетии трудоустроены за пределами республики. Это стало возможно благодаря договору с предприятием «Медиастрой» в Ростовской области. Новоиспеченные сотрудники собрали все необходимые документы и ознакомились с условиями своих контрактов. Залина Магушкова расскажет. Микаил Ильянов 3 года находился на учете в Назрановском центре занятости населения. Все это время ему удавалось лишь изредка подрабатывать на различных строительных объектах в качестве строителя-кладчика. Предложение трудоустроиться в Ростовскую область долго обдумывать не стал, ведь условия довольно-таки выгодные, да и вместе с ним будут работать земляки. Сегодня все они сдали необходимые документы и ознакомились с условиями своих контрактов. هنتيجة على خاطر بوخ نوتشر كتكهم تخو حاجة تيجي بوخ مستب حاجة صديقات ونو ويا خشتي فات بوخ بات специалист بيش но хаз выбор специалист субоха кешибер спешника нас бог это нормально работу школе отбах нахбут хасич бог не спор рахмат хасич гадда хасич арда аллах. Предприятие «Медиастрой» приняло к себе на работу 9 человек. Им предстоит 2 недели переквалификации из каменщиков в каменщики-доменщики. Работодатель готов предоставить проезд, питание, проживание, даже молельную комнату предусмотрели. Каменщиков-доменщиков в данное время не хватает специалистов, а наши каменщики, высококвалифицированные специалисты, умеют делать облицовочную кладку, и им более приемлемо подходит вот эта немецкая кладка, которая домена, она более подходит именно к нашим этим. Просто немножко надо переучиться, научиться, ну там если это. Но это как бы вопрос поправимый, там на месте есть специалисты, которые им помогут, подскажут, и мы их направим. То есть они в данное время сейчас могут получить новую специальность. У нас есть работы по всей России, то есть со всеми договора со всеми металлургическими комбинатами, где мы реконструкцию проводим доменных печей. То есть если бригада себя зарекомендует, или даже организация зарекомендует себя положительно, то есть мы гарантируем обеспечить их не на 1 год работы. Работникам на первоначальной основе предоставили заказ в количестве 30 доменных печей, которые они должны выполнить до марта следующего года. А позже, если обе стороны захотят продолжить совместное сотрудничество, то они могут продлить контракт. Наши граждане зарекомендовали себя с положительной стороны, то есть как дисциплинированные, выполняющие те задачи, которые перед ними ставит работодатель. Такими людьми себя показали, и поэтому этот работодатель обратился именно в наш центр занятости. Наши безработные каменщики будут там, каменщики-доменщики будут реконструировать те печи, которые уже непригодны для работы. В начале месяца этот работодатель обратился с вакансиями к нам, и где-то буквально 2-3 дня назад нашими специалистами были подобраны те люди, которые им необходимы. Сейчас на учете в центре занятости по городу Назрань стоит 2600 человек. В банке вакансий около 200 свободных вакансий. В большинстве своем требуются технические и медицинские специалисты. Кроме того, на предприятии «Медиастрой» на сегодня открыто до 40 рабочих вакансий. Залина Магушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Около полусотни жителей присоединились сегодня к акции «Я донор», которая прошла на республиканской станции переливания крови. Многие из активистов сдавали кровь впервые. Впрочем, поделиться частичкой жизни каждый желающий может в любое время. Сначала доноры проходят регистрацию и обязательный осмотр врача. Сдающий кровь должен быть здоров и старше 18 лет. Вся процедура занимает не более получаса.
Донорская акция «Зажги свое сердце» было около 60 доноров активных. Акции мы проводим каждый месяц. Именно на данный момент, на сегодняшний день востребованы были отрицательные группы крови и вторая положительная, и первая положительная. Сегодня в селении Кантышево произошло значимое событие для тейпов Яндиевых и Бабхоевых. Они прекратили кровную вражду. Совершение богоугодного дела стало возможным благодаря активной деятельности примирительной комиссии, которая начала функционировать в республике с 2009 года. Репортаж Саида Куштова. Далее поехал решенный, я мой диша на Ахмедиве. Когда шико шукош, то холсак вас делается. Там мы мучмес дали, мала дали садозу, хоть не шиновара. Простить убийство близкого человека тяжело, и нередко кровная месть по обычаям переходит из поколения в поколение. Месяц назад в результате ДТП погиб сын семьи Яндиевых. И вот после 40-й ночи родственники прощают кровную месть Бабхоевым. Найти силы для столь благородного поступка, прощения, богословы призывали стороны не раз. Низдан низл дарит хуни дали мар хат ханис бадан ди юх арджа нихтха хуна дали сардвахи балаг далтха сардвахи согту наг далтхан согту ахар бал оhtibich дан az bal sogtu akhant irda isrosh akhar tsarag akhardan shpurmis del ilshi azza wa jalla wa awliya ajras qabshwa دال شندوق ويدش يل شندوق صلى الله تعالى عليه وسلم تغن واجباش بلغا كبارت ده وي موخ درج اسلام عالم يلسمل دوغدولر دال قابل ساعدولشو. Это богоугодное дело участники мероприятия благословили молитвой. Подобные поступки заслуживают глубокого уважения. Примирение приносит спокойствие душе погибшего и милость Всевышнего тем, кто нашел в себе силы протянуть руку обидчику. За 18 лет работы примирительной комиссии республике удалось разрешить несколько сотен случаев кровной вражды. بوتج بوشناها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني دال القرآن شو سك دينو تاول وسجا إيش ريحتي دينو تاش سجا دال ملك الله وسك دينو تاول سجا بعمل بيان أخ أصدق حمدي الله هو شيء بس عشان صبر لولد ويقملينو سجا دال ياليل. Найти правильные слова нелегко, но еще сложнее облегчить боль того, кто потерял близкого человека. По исламу награда за прощение кровной мести оценивается как спасение жизни всех живущих на земле. Собравшиеся надеются, что такое событие станет большим примером для остальных враждующих сторон. Тамерлан Хамхоев, Саид Куштов, Майрбек Миржоев, Новости 24. Коллектив драматического театра готовится порадовать зрителей обновленной, так скажем, постановкой спектакля «Сыновья Беки» по роману Ахмета Бокова. Первый раз это произведение с успехом инсценировали в 2005-м. Теперь историческую драму готовы представить не только ингушскому зрителю, но и сыграть спектакль в Москве. И даже презентовать на международных театральных конкурсах. Зарема Ивлоева побывала на генеральной репетиции. Да здравствует Российская империя! Да здравствует государь! Я Российской империи, я Роман народного писателя Ингушетии Ахмеда Бокова «Сыновья Беки» признан одним из самых популярных в ингушской литературе. В книге описывается жизнь ингушей во время событий предреволюционных лет и гражданской войны. Коллектив театра готовится представить зрителю историю о жизни ингушского села, о его классовом расслоении в канун Октябрьской революции 1917 года, о борьбе за светлую и спокойную жизнь в трудное время. Государь помнит подвиг ингушских статников, но нам нужна помощь. Нужно собрать еще один кавалерийский полк. Главные герои новой постановки – сыновья бедняка Беки, Хасан и Хусен, которые с малых лет, лишившись отца, вынуждены пройти через суровые испытания времени. Стать верными и отважными воинами революции. Роман включен в школьную программу, поэтому каждый ингушский подросток помнит историю любви Хусейна и Исет. Как менялись их отношения друг к другу с годами.
Молодой актрисе Милане Мурзабековой в спектакле досталась скромная роль спутницы русского пристава. Девушка вспоминает, как несколько лет назад за школьной партой читала эту книгу и даже мечтать не могла, что когда-то будет частью этой классики. Если честно, пребывала в очень таком состоянии долгое время, что я не могла отойти от этих эмоций, которые я пережила, прочитав это произведение. И сегодня, наконец-таки, мне довелась такая честь играть в этом спектакле. Скажем, не главную роль, конечно же, но все-таки побывать в этом спектакле, почувствовать его ауру и побывать в этой истории, наконец-то мне это удалось. Впрочем, эту пьесу можно назвать выступлением на бис. В 2005-м спектакль по роману «Сыновья Беки» в Ингушском драматическом ставила Роза Мальсагова. Прошло 12 лет, а преданный зритель не забыл того успеха труппы. В адрес актеров приходили просьбы повторить. Театр решил, раз уж повторять, то только в улучшенной версии. Новый режиссер-постановщик пьесы Магомед Башир Костоев расширил спектакль и добавил 4 новые сцены. Этот спектакль очень сложный, потому что здесь 25-30 действующих лиц. Это только мощный такой кадровый такой театр можете оставить такому количеству народа. На одной сцене почти весь коллектив народных артистов Ингушетии. Труппа готовится представить большой исторический спектакль не только ингушскому зрителю, но и сыграть его в Москве. И, возможно, даже представить на международных театральных конкурсах. А пока остаются последние штрихи. Мы работаем уже 3 месяца, готовы в полной мере. Костюмы вы, наверное, видели сами, декорации готовы, костюмы готовы. Необходимость есть прогонная часть, есть такой театральный закон. Это участие минимум двухнедельных с репетиций генеральных, так называемых прогонов, где нам необходимо соединить свет, звук, костюмы, речь. Все должно идти гладко, чисто, без остановок. Большой исторический спектакль откроет искушенному зрителю всю красоту ингушских традиций. Их мужество, героизм и стойкость в годы лишений. Премьера состоится в январе 2018-го в Назрановском доме культуры. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня в Музее изобразительных искусств Карабулака прошла выставка, посвященная творчеству известного художника Евгения Лансере. Были представлены работы, привезенные Дагестанским музеем искусств имени Гамзатова. Выставка проводится в рамках майских указов президента о реализации социальной политики и межмузейному сотрудничеству. Репортаж Даны Плиевой. Урада, Тидип вечера – это все горные аулы, где был Лансере. Перечисляя каждую из картин Евгения Лансере, Белла Касимова также рассказывает о том времени, когда знаменитый русский художник жил и творил на дагестанской земле. Работы написаны в период с 1912 по 1928 годы. Каждая из этих картин – бесценный вклад в искусство Дагестана, которое теперь представлено на суд ингушских зрителей. Представлены портреты, портретный ряд у нас, и пейзажи, горные пейзажи, где побывал сам этот художник. В 1925 году. А 4-й приезд его, это в 1928 году, он приехал в Кизляр иллюстрировать книгу Толстого «Казаки». Это станица Старогладковская. Как раз идет этот период. Это небольшой, там несколько у нас этих, где-то 4-5 работ, связанные с этого периода. Экскурсовод затрагивает и биографию самого художника. Евгений Лансере – представитель художественной династии. Его отец, кстати, тоже Евгений, известный скульптор-анималист, который с детства очень любил лошадей. Его работы представлены во многих государственных музеях страны. Он рано ушел из жизни. Тогда сыну только исполнилось 11. Художник не раз отмечал, что характерные для его творчества краски бытового жеста, интерес к этнографической характеристике персонажей и, наконец, влечение к Кавказу ему передалось от отца. Особенность творческого пути автора привлекает и его коллег по искусству. Я знаю, что искусство, изобразительное искусство того периода в Дагестане очень созвучно. Несмотря на то, что писалось и исполнялось разными авторами, но очень созвучные мотивы. И благодаря этим художникам мы видим национальные костюмы того периода, той эпохи. Рисунок пишется с натурой. Время ограничено. Передать свет и тени, естественно, рука должна у мастера работать быстро и точно. Владение техникой у него было на высоком уровне.
Выставка привлекла внимание не только художников. Приобщиться к прекрасному решили и учащиеся школы искусств Карабулака. Ребята признаются, трудно передать словами ту жизнь, которой дышит каждая из работ художника. Экспозиция произвела большое впечатление и на Башира Даурбекова, частого посетителя музея. Чувствуешь, с каким он удовольствием работал над натурой. Он не просто поверхностно относился к каждому. Изучение костюма, вообще интерес к горским народам, у него был очень большой интерес. Выставка проводится в рамках майских указов президента о реализации социальной политики и межмузейному сотрудничеству. И это уже третья экспозиция, организованная Дагестанским музеем изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Хочу отметить, что Дагестанский музей изобразительных искусств имени Патимат Саидовны высоко ценит совместную деятельность с Национальным музеем Республики Ингушетия. Вот это межмузейное сотрудничество, это важно не только для культуры республики, но и для нас, сотрудников, поскольку для нас это прекрасная возможность обменяться опытом, поскольку это очень интересные, с богатейшей историей музеи, с богатейшими коллекциями, поэтому для нас это очень важно. Насладиться творчеством известного русского художника можно будет до конца января. Все работы автора в одну такую выставку, конечно, не вместились. Экспозиция музея будет пополняться новыми картинами. Поэтому посетители каждый раз могут новым взглядом оценивать творчество и талант художника. Дана Плиева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Навстречу Новому году на поезде. По колумбийской столице путешествует праздничный состав. Паровоз и 14 вагонов, украшенных гирляндами и игрушками. Сказочную атмосферу в составе поддерживает сам Санта-Клаус. Он приветствует пассажиров в вагонах лично. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.